часто приходят с такими выделениями белого цвета, желтого или как молозиво, да, вот, чаще всего. Но бояться этих выделений, такого, то, что я вам сказал, не надо. Это небольшие кисты, это какие-то гормональные изменения в организме бывают в течение всей жизни, после родов, в течение там, всего месячного цикла и так далее. Там опасного нет. То есть, естественно, мы при этом проводим маммографию, УЗИ и исключаем все заболевания, ну, так, допустим, злокачественное образование. И в итоге эти болезни лечат наши гинекологи. Мы наблюдаем, ничего опасного в данном случае нет. А когда уже выявляются такие ситуации, когда появляются кровянистые выделения сосков, конечно же, это неспроста, это надо идти обязательно к онкологу. Естественно, мы таких женщин отправляем в онкологический диспансер для исключения самого опасного заболевания. Бывают различные, очень много заболеваний молочных желез, которые тоже сопровождаются выделениями из сосков. Вот за 27 лет в этом году я уже работаю в онкологии, при общем стаже 30 лет. Допустим, я очень много жизни видел, когда мне приходят на прием и пытаются рассказать, люди, которые не хотят поехать при обнаружении каких-то опухолей в онкодиспансер, любыми путями они рассказывают следующее. Говорят, вот у моей кума, она тоже заболела там в каком-то году, у нее была опухоль, и она никуда не поехала, она лечилась тем-то, этим мазала, это пила, это клизму делала, там она в каких-то водах окуналась, и вроде все это рассосалось. Я когда начинаю просить, говорю, вот принесите мне ее данные, что там было, какие исследования проведены были, УЗИ там хотя бы минимально, да, никто ничего не приносит. Ну, верить этому очень сложно бывает. Если у вас примеры есть такие, я всегда прошу рассказать. Когда начинаю просить какую-то документацию и так далее. То есть у нее, возможно, была доброкачественная какая-то опухоль, киста простая. И она, наверное, у себя обнаружила. Естественно, пошла кому-то, те предложили вот это лечение. Естественно, простые кисты могут рассосаться, потому что это не онкология. Вот. То, что они потом всем рассказывают об этом, что вот у меня была опухоль, это я без больницы вылечился, это сбивает с толку всех людей, которые окружают. Если у них появляется уже явный рак, они, послушав такую сказку, могут заниматься таким же самолечением. Но при этом не вылечиться. Что может повлиять, помимо всего, то, что я рассказал уже, да, на появление раковых каких-то клеток? Всегда лишний вес, вот вообще, да, индекс массы тела мы измеряем, когда рост-вес там не совпадает, допустим, при росте 170 человек должен примерно весить 70 килограмм. Ну, вот так, где-то вот так, посмотрите сами, 152 рост, 50 чем-то килограмм человек должен весить. Если лишнее там, получается, это не только риск для развития рака молочной железы там, или так, других каких-то раков, да, это многих заболеваний, это сахарный диабет, допустим, гипертония, очень много болезней, которые при лишнем весе могут появиться. Что такое аборт? Что происходит? Да, примерно очень коротко расскажу. Допустим, женщина забеременела, то есть, да, положение она. Это случилось, как бы сказать, не планово. Естественно, она думает и будет делать аборт. Что происходит? Женщина, значит, сама мозгами знает она, что она беременна, идет она, делает аборт, и все спокойно. Но организм ее не знает, что произошло. Организм женщины готовилась родить ребенка. Груди начали набухать, готовиться, значит, для выработки молока. Вот. И вдруг перестают поступать какие-то гормоны к молочной железе. Вот. Молочная железа, которую как бы готова уже там, чуть ли не там кормить, к ней импульсы не поступают. И происходит следующее. То, что уже там нагрубело в молочной железе, дольки увеличились для лактации, да, выработки молока, оно остается прежним, на прежнем уровне. Эти гормоны, которые поступали к ней, они перестают поступать, и все. И что ей делать молочной железе? И оставаться такой грубой, со всеми уплотнениями своими, и обратно это рассасывается до нормального состояния не у всех женщин.
И это является почвой лишний раз для развития, естественно, каких-то опухолей. Краситель для волос. Ну, такая вещь, которую, значит, естественно, исключить из вашей жизни это невозможно. Вот. Но, тем не менее, хотя бы те женщины, у которых на голове имеются какие-то пигментные образования, папилломы там, и прочие кожные образования, конечно же, нежелательно так резко, часто можно сказать, что красить волосы. Вот, вообще. Вообще сейчас опять говорят о том, что надо красить натуральными какими-то красителями, которые как бы они есть. Вот, вообще, да, считается. Возможности всегда есть прийти, пройти маммографию. После 50 лет, хотя бы не каждый год, если пишут норму, да, нормы, если ничего нет, то женщины должны проходить через 2 года. Есть уже в молодом возрасте с такими молочными железами, когда можно проводить маммографию, да, то есть насколько она мягкая или податливая, это же прижимается вот таким образом между двумя дисками. Вот, молочная железа при маммографии. Вот. Если, естественно, она не прижмется из-за плотности своей, там ничего не увидишь, и смысла облучать вообще никакого нет. Мы ежегодно выявляем где-то около 20 раков, чуть меньше, больше бывает, легких. Из них бывает обязательно несколько женщин, которые не курили никогда в жизни, ничем таким не занимались. Ну, у них мужья, например, допустим, курили очень долго, и 45-50 лет и так далее. То есть вот такое совместное проживание, оно, оказывается, тоже свои дела делает, и поэтому об этом надо знать и помнить. Вот. Это чаще всего курящие мужчины со стажем более 40 лет. Вот все, кто заболел вот в этом году, нет ни одного мужчины, которые, например, не курили, и как бы, вот, и все они курящие. То есть это доказано, и Всемирная организация здравоохранения, которая вот рекомендует свои рекомендации, да, европейские по снижению смертности рака, они вообще, есть такие исследования, что если бы мужчины все прекратили курить, то заболеваемость раком легких снизилась бы до 0. То есть это, да, вот это вот покурить сегодня, завтра вот начали так поиграть сначала и так далее. В этом, да, очень такая трагизм заключается в том, что когда уже мужчина говорит, вот все они, многие уже признаются, вот Георгий Николаевич говорит, зачем не остановили меня, вот их надо бить или что делать с ними? Словами не доходит, потому что они здоровые, веселые, как же так, тут девушки ходят, такие крутые сигареты, разве бросишь? Нет. А когда уже заболели, и за 3 дня бросают курить. И эти вот все мы медики, да, стараемся рассказывать об этом на приемах своих, на каких-то лекциях и так далее. Ну, до человека доходит, когда это случается, к сожалению. Вот. Поэтому единственной причиной вообще считается рака легких – это курение.